Здравствуйте, вы смотрите «Вести. Чеченская республика», в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Ночной туризм. Все очень прекрасно. Парк цветов просто ошеломительно. Это прям респект вашему президенту. В аномальную жару экскурсии проходят в позднее время суток. Что по этому поводу думают приезжие? Реконструкция моста через реку Асы идет с опережением графика. Напомним, что он обеспечивает выход к федеральной трассе. Популярное направление. Комфортно, удобно, 10 микроавтобусов марки «Газель Next» теперь будут функционировать на маршруте Грозный-Аргун. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев провел встречу с авторским коллективом новой учебной линейки чеченского языка для начальных классов. Он представил авторам результаты экспертизы предпечатных версий новых учебников, сделанную накануне учителями чеченского языка и литературы. Коллективу была озвучена оценка нового учебно-методического комплекса и представлены предложения, которые им помогут лучше адаптировать содержание новых изданий для использования обучающимися. Это поможет им усвоить образовательную программу. Также он дал поручение в кратчайшие сроки закончить работу по устранению всех замечаний. В ближайшее время новые учебники родного языка с 1 по 4 классы будут запущены в печать и к 1 сентября поставлены в часть школ региона. Реконструкция моста через реку Асы идет активными темпами. Рабочие планируют сдать объект с опережением графика. Напомним, что мост имеет выход к федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Далее в сюжете Лейлы Муртазовой. Работа на строительной площадке кипит полным ходом, несмотря на знойную погоду. С раннего утра рабочие приступили к монтажу балок строения моста через реку Аса. Сулейман Идрисов с самого начала трудится над возведением переправы. На его счету это не первая конструкция. Длина сооружения составляет 102 метра, ширина 13. Реконструкция объекта началась в феврале этого года. По словам специалистов, больше всего времени и сил ушло на подземные работы. Сейчас они полностью завершены. На данный момент они трудятся над надземной частью. Но очко мартанери древонер духбо юрчбо нах примерно до Горогорский Аллах, Знаменский Аллах, это должна она вот это напрямую бог сэр даже вы почаете вы агала аэропорту хокшек вела это я не бук на сторону гал одни холо это аэропорт дуалду. Вот и преимущество, назрание хабош берши, очки мартаноши, прямо если через перевал на Горогорского дьявола. Конструкция связывает села Самашки, Новый Шарой, Давыденко с населенными пунктами Очхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов и выходит к федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Грузопоток по этому маршруту высок. Мост способен выдержать большие нагрузки, что позволяет использовать его для проезда тяжелых грузовиков. На данный момент идет монтаж балок 4-го пролета моста, и после этого завершится сложная конструкция. Прежде мост находился в ужасном состоянии и считался небезопасным, отчего было принято решение его реконструировать. Местные жители и автоводители довольны таким изменением.
ورواها إلا قزع ناقم وجه داس بروت خليو دايلا شو ديك بوابو دال يعني بيرت كيو قومون. Завершить работы по возведению моста планирует в самое ближайшее время. Совсем скоро по нему можно будет полноценно и безопасно передвигаться. Лейла Муртазова, Мосар Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Для рейса Грозный-Аргун выделено 10 микроавтобусов. Теперь жители региона, перемещающиеся между городами, смогут делать это в более комфортных условиях. Отметим, что за 2023 год в рамках поручения главы региона приобретено 40 единиц автобусов марки «Газель Next». 10 новых микроавтобусов «Газель Next» теперь будут осуществлять маршрут между городами Аргун и Грозный. Отправляются они по мере заполняемости, все пассажиры почти на месте. На автостанции в Аргуне огромный поток людей. Все с нетерпением ждали этого маршрута. Теперь у пассажиров в распоряжении новый и комфортный транспорт. Но приходилось ждать. Это очень неудобно. Так, адам году всегда каждый школ. Так, дополнительный юл транспорта из-за просто док-кум-док. Для того, чтобы охватить большое количество жителей, маршрутки сменяют друг друга каждые 15 минут, но все 16 мест заполняются почти сразу же. «Газель» отвечает всем запросам. Главное – безопасность и надежность. Автомобили приобрели при поддержке Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. В 7 утра первый рейс у нас отправляется с города Аргун, и 20:00 из Грозного последний рейс у нас осуществляется. В течение дня все эти 10 маршрутов работают. Как признаются водители, этот маршрут пользуется популярностью с первых же дней. Быть за рулем нового и современного транспорта – одно удовольствие. Автомобили соответствуют всем техническим характеристикам и нормативам, предусмотренным для перевозки пассажиров. Пассажирно мосуа удобство, комфортно, легко, удобно, машинщу. В 2023 году приобретено 40 единиц автобусов модели «Газель Next». В рамках реализации поручения главы региона Рамзана Кадырова по развитию транспортной сферы министерство на постоянной основе ведет работу по обновлению парка техники. Так заменили почти все микроавтобусы. Все делается в первую очередь для удобства населения. Медина Мутарова, Седали Ампукаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Итумкалинское рыбное хозяйство – это уникальный объект, который недавно появился на популярном туристическом маршруте Ведучи. У гостей есть возможность порыбачить, а после их улов приготовить в ресторане «Белуга». Также есть домики, куда можно заселиться целыми семьями. Подробнее расскажет Наталья Депутатова. Это заповедное место в Чеченской Республике идеально подходит для выращивания разных пород осетровой рыбы. Эти виды привыкли к температурному режиму менее 21 градуса. Для их оптимального содержания здесь создали все условия. Эту рыбу мы отсадили для получения икры перед Новым годом. У нее 4-разовое кормление. Температура в бассейне у нас на сегодняшний день в бассейнах на улице 18 градусов. Здесь она находится в оптимально идеальных условиях для того, чтобы она здесь находилась до нереста. В отдельных резервуарах содержится 12 видов осетровых, от сибирского до весьма редкого альбиноса, который еще называют золотым. Все бассейны накрыты сеткой, так как в ночное время рыба может вести себя весьма активно и даже выпрыгивает из бассейнов. Тихо, 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 ладно, все, тихо, тихо. Все, давай, плыви. Сотрудники ежечасно наблюдают за температурным режимом, а также за тем, чтобы вода была насыщена кислородом. Без этого рыба просто погибнет. Для этого здесь есть специальная станция. Для очистки воды применяют особый метод. В резервуар помещают с виду похожие на ракушки биочипсы. На каждой из них около 5000 бактерий. Они очищают воду, поступающую сюда из реки Хачарой-Ахк, и создают для осетровых благоприятную среду. Система закрытого водооборота. Постоянно одна и та же вода. Здесь автоматически стоят датчики, это сумматор, здесь вода прогревает. Осетрину кормят специальным сбалансированным кормом, который приобретается на заказ. Здесь уже есть оборудование для выращивания до 300 тысяч мальков. Инкубатор планируют запустить к весне следующего года. Сейчас в летний-осенний период рыба набирает вес и готовится к нересту. Перед тем, как начать процесс получения икры, или как здесь это называют дойка, рыба проходит несколько этапов подготовки. Ее вручную достают из бассейна и делают специальную инъекцию, не наносящую никакого вреда организму. Укол стимулирует процесс отдачи икры.
На сегодняшний день в Итумкулинском рыбном хозяйстве каждый желающий, каждый житель нашей республики и любой гость может приобрести икру на самой территории, а также мы уже в дальнейшем планируем реализацию нашей икры и мясной продукции в определенных ресторанах, гостиницах. Ну и по договоренности любой, кто хочет, может приехать, составить договор и взять икру себе на продажу. А в уличных больших бетонных резервуарах содержится другая рыба, разные виды форели. В Итумкали можно приехать с семьей, с друзьями или просто самому, чтобы отдохнуть, насладиться горными пейзажами и даже забрать с собой выловленный улов. На территории расположена база отдыха. 8 деревянных домиков из сруба, ресторан и 6 беседок. Здесь можно посидеть на свежем воздухе, прогуляться, порыбачить и самому пожарить на мангале выловленную рыбу. Рыбалка – это тоже особый вид отдыха. Только настоящему рыбаку понятно приятное ожидание в предвкушении того, что сейчас начнет клевать и в руках окажется рыбка. Так, форель, вот она у нас так отлично ловится. Форель у нас можно ловить на два вида снастей. Это удочка, обычная классическая снасть, и также ловля форели на спиннинг. Это более спортивная снасть. Все эти снасти у нас можно либо взять в аренду, либо приобрести. Если кто-то не умеет ловить, хочет попробовать научиться ловить форель, то мы с радостью научим. У нас есть инструкторы, которые помогут, расскажут, как все это делать. Вот, соответственно, научат, и любой желающий может приехать и половить вот такую замечательную рыбку у нас на хозяйстве. Вот, в общем, всех приглашаем, всех ждем в гости. Опытные инструкторы покажут, как правильно одеть на крючок наживку, которая для форели используется особая. Рыба реагирует на нее почти сразу, и тут же начинается поклевка. Также здесь на территории можно взять в аренду удочки и все необходимые снасти. Наталья Депутатова, Резван Насипов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. 40-градусная жара застала туристов врасплох, но выход найден. Экскурсии проводятся в ночное время. О том, как это отразилось на отдыхающих, расскажет наш корреспондент. Туристы посещают республику весьма активно, причем круглый год. Ночные экскурсии и походы по достопримечательностям также пользуются популярностью среди гостей, особенно в жаркий летний период. Именно ночной Грозный с его безумной вечерней подсветкой стал уже отдельным турпродуктом. Достаточно долгое время уже фирмы-организаторы возят именно на вечерний Грозный. Причем это не сезонное такое направление, как в отличие от иных регионов наших там близлежащих. То есть это ночной Грозный, вечерняя поездка за подсветкой города, это совсем уже другая атмосфера, размеренный такой город. И если обратиться к статистике, к примеру, с начала текущего года по май месяц свыше 74 тысяч человек посетило наш регион, и можно с уверенностью говорить, что каждый из них, конечно, побывал в Грозном. И как мы с вами видим, такие аномально высокие температуры за окном на сегодняшний день мы с вами наблюдаем, и именно в этот такой жаркий летний период, конечно, большая часть туров, которые предлагают организаторы, наши партнеры, они приходятся исключительно на вечерний город. Мы решили узнать, что сами туристы думают о ночных прогулках. Многие признаются, что такие походы при легкой прохладе вызывают восторг. Семья Емельяновых приехала из Екатеринбурга. По их словам, несмотря на первый день пребывания, они уже успели насладиться красотами столицы. У лестницы в небеса и не только. Здесь отовсюду видны яркие огни. В Чечню мы заехали буквально 1,5 часа назад. Мы в Чечне первый раз. Где побывали? Побывали в Шали, побывали в самой большой мечети в Европе. Вот. Потрясены, на самом деле, глобально, масштабно. Мы слышали, видели, на самом деле давно хотели съездить, вот, но первый-то наш пункт все-таки был Дагестан. Мы вообще так-то в Махачкалу прилетели, потому что там море, вот, и решили соединить и морской отдых, и, так скажем, и культурный, но, по крайней мере, раньше, когда видели, очень хотелось просто посмотреть своими глазами. Не менее весело гости проводят время возле Грозненского моря. Знаменитые фонтаны работают здесь каждый день и собирают возле себя целые семьи, как местных, так и приезжих. Всех их объединяет восхищение и теплая атмосфера. Все очень прекрасно. Парк цветов. Просто ошеломительно. Это прям респект вашему президенту, подарок женщинам. Это супер. И такую картину можно увидеть во всех уголках столицы. Гости каждый раз открывают для себя что-то новое и развлекательное. И каждый год их количество только пополняется. В разгар лета прогулки и отдых в ночное время – это самый оптимальный вариант. Красивых и памятных мест в столице очень много. Ну а какое из них радостнее, гости и жители региона решают сами. Турпа Лолита Изумов и Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».